Быть или не быть АЭС в Казахстане казахстанцы решат, как уже было сказано, 6 октября на референдуме. Между тем, политологи и социологи отмечают, что на этот вопрос президент Казахстана предложил самый демократичный ответ – народное голосование. Сейчас во всех регионах страны проходят встречи Народного штаба по разъяснению как и необходимости строительства АЭС, так и участия в референдуме. Моя коллега Ахдана Сабер изучила эту тему и готова рассказать о ней. Сейчас Ахдана находится в студии. Добрый вечер. Передаю вам слово. Айгуль, добрый вечер. Да, действительно, во всех регионах страны полным ходом идет разъяснительная работа по важности, или, правильнее сказать, судьбоносности референдума и всенародного решения. Да, и как вы говорили в бюллетене, всего один вопрос. Вы согласны на строительство АЭС в Казахстане? И два варианта ответа. Да, согласен. Нет, не согласен. О важности предстоящего события говорят эксперты. При этом политологи и социологи отмечают твердость президента Токаева в том, чтобы принимать важные решения только с участием самих казахстанцев. Поэтому на то, чтобы узнать ответ народа по строительству АЭС, государством будет затрачено почти 15,5 миллиардов тенге на проведение референдума. Если коснуться истории вопроса, то в нашей стране до сегодняшнего дня было проведено всего 3 референдума. В первый раз выйти на всенародное голосование казахстанцев призвали в апреле 1995 года. Тогда решался вопрос о продлении полномочий первого президента, а уже через несколько месяцев казахстанцев вновь пригласили на избирательные участки. На этот раз они принимали Конституцию. Далее последовало продолжительное затишье длиной в 27 лет. Третий референдум в истории страны состоялся только в 2022 году и снова касался основного закона. Рабочая группа подготовила тогда 33 поправки к статьям Конституции. Их принятие дало старт к переходу Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Аналитики подчеркивают, что президент Токаев за короткий промежуток времени, всего 2 года, уже второй раз спрашивает мнение казахстанцев, своих избирателей. Вот в данном случае по строительству АЭС. Эксперты, в частности Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований, считают, что это и есть воплощение в жизнь концепции слышащего государства, которую объявил президент Касым-Жомарт Токаев. На мой взгляд, референдум достаточно важное решение управленческое, потому что вопрос сложный. И если бы оно было принято на уровне просто сверху спущено, то вполне вероятно это могло вызвать недовольство тех людей, которые против строительства атомной электростанции. А сейчас же у каждого гражданина Казахстана открывается возможность высказать свое мнение. Это вот и есть глубинная демократия. Добавлю, что недавно Казахстанский институт стратегических исследований представил результаты социологического опроса по вопросу АЭС, согласно которому 60% казахстанцев поддерживают строительство такой станции. Кстати, на прошлом референдуме в 2022 году из почти 12 миллионов граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали почти 8 миллионов человек. Явка тогда составила 68%. Каким же будет итог предстоящего всенародного голосования, узнаем совсем скоро. Но то решение, которое будет получено, будет самой настоящей волей народа. Айгуль, у меня пока на этом все. Да, спасибо большое, Ахдана. Главное, чтобы каждый из имеющих право голоса пришел на избирательные участки и высказал свою позицию по вопросу, быть или не быть АЭС в нашей стране.